Кырчуро, красавчики. Включен ли Бишкек-Батыр в Санжиру? Мы бы хотели, чтобы каждый кыргыз имел генеалогическое дерево и генетические результаты генетического анализа, которые будут показывать этнический состав. Сохранились ли в Кыргызстане бии и манапы? Ну, на свадьбу 100 тысяч человек не позовешь, к сожалению. Я тоже могу перевести джумбаш как золотое руно. Небольшая рекламная вставка. Если вам нужна студия для видеозаписи, а также вам необходимо снять видео, подкаст, либо какой-то другой формат контента, обязательно обращайтесь. Вся подробная информация по ссылке в описании. Добрый день, дорогие друзья! С вами не всегда выходящий подкаст, и у нас в гостях Антон Миронов. Добрый день, Антон. Добрый В первую очередь, да. И первый вопрос у меня такой, связанный с нашей тематикой. С чего это вы, русский, решили заняться кыргызской санжирой? И вообще, как кыргызы к этому относятся? Ого-го, отличный вопрос. Отличный вопрос, Дим. Скачает кандай? Наверное, да, мы. Я скажу кратко на кыргызском языке. Бир элдин арасында жашагандар, бул элдин тарыхын, тилин жана маданиятын билиши сөзсүз керек да. Для невладеющих кыргызским языком, Вы, короче, решили зайти сразу же с козырей. с козырей, С да? козырей, да. Да. Чтобы было меньше Типа, я же орус, знаю кыргызский язык, значит, мне все можно. Какой коварный Дима. Дима очень коварный человек. Я долго думал, приходить или нет на этот подкаст. Не, на самом деле все просто. Я вырос среди кыргызов. Для своей семьи я больше кыргыз, чем кто-либо другой. То есть моя сестра прикалывается надо мной, она говорит, ты не русский, ты кыргыз. Дома у меня соблюдаются и чтятся кое-какие традиции кыргызские. Ну, так получилось, да, чисто ментально. Вы как тоже представитель другой национальности, да, не титульной, так скажем, вы это прекрасно понимаете. Поэтому на меня в любом случае имеет большое влияние титульная нация. Я при этом еще и, вы прекрасно знаете, мусульманин. Вот. Естественно, все корни растут с детства. Вот я просто приведу пример. Я родился в Таласе, жил на улице Карла Маркса, район Джитигена. И мне всегда было интересно, что такое Джитиген. Ну, как переводится это название. Мне его особо не переводили и говорили, да, это какой-то род. Это род кыргызов. Относится это вот к кыргызскому такому родоплеменному объединению. Ну, окей. Не именно это стало причиной интереса к вопросу, но так или иначе это кирпичики, которые в итоге, да, кирпичики, которые выстроились уже в то, что мы получили. Второй аспект. Я увлекаюсь историей. Вот у всех есть свои увлечения. Кто-то увлекается музыкой, кто-то спортом, кто-то фотографией и так далее. Я, в свою очередь, мне интересна история. Интересна история как и народа, среди которого я живу, так и других народов. Ну и в частности славян, России, Российской Федерации, да, и так далее. По роду деятельности я айтишник. У нас IT-компания, мы занимаемся систематизацией, оптимизацией процессов, баз данных и так далее. И в какой-то момент мы просто переложили, так скажем, да, свой интерес в плоскость современных технологий. У нас что-то получилось, мы нашли ответ на вопрос, который нас волновал, а выложив в сеть, людям просто это понравилось. Ну вот как-то так. То есть здесь нет никаких каких-то там подковерных или интригующих историй. Все равно санжира — это довольно сложная такая тема, и я думаю, 20-30% всего информации можно найти в доступе на русском и кыргызском языках. Но основную базу — это же крупные этнографические исследования. Вот как вы планируете вообще? Ну, давайте расскажем людям, да, во-первых, что мы сегодня пришли поговорить о приложении Санжира, которое вы... Ген. Мы его уже обозначили, называется Ген. О приложении Ген, которое охватывает санжиру кыргызов. Для тех, кто не понимает, что такое санжира, я кратко скажу, может быть, кто-то меня в комментариях поправит. Это родоплеменная история. Часть санжиры — это как раз те самые джетеата. Ну а так санжиру нельзя сказать, что это там история семей
только. Санжира — это вообще устная история семьи, которая передавалась из поколения в поколение. Да, да, в итоге даже устные предания, если все это объединить, то это даже история, по сути, народа. Но есть очевидные ограничения и в нашем проекте, и в той Санжире, которая сейчас имеется, да, то есть это в среднем глубина цепочек, глубина последовательности, она уходит, ну, примерно в 15 век упирается на данный момент. Ну, То то есть есть не, примерно не, 500 лет, да? да, да. Глубже мы не рассматриваем, потому что глубже, к сожалению, устных источников практически и нет. И есть, естественно, очень много работ исторического характера или проводятся какие-то исследования сейчас вот в Российской Федерации на этот счет. Но это все уже имеет такую непоследовательную связь, да, то есть если с 15 века прослеживается какая-то связь отцов и детей, то до этого это просто какие-то события, география, положение, отношения с другими народами и так Больше далее. как эпосы, да? Да. Вот давайте начнем все-таки сначала, какую-то структуру выстроим. Эм, То есть идея зародилась у вас в детстве, насколько я понимаю. Вот, Интерес. интерес, да. А Интерес. когда сама идея появилась тогда? Идея появилась, ну, года 2 назад, когда дело в том, что, смотрите, опять же, да, это такой вопрос многосоставной. По роду деятельности мы занимаемся разработкой каких-то продуктов. То есть у нас были до этого продукты, которые мы пытались выводить на рынок, что-то получалось, что-то не получалось и так далее. В какой-то момент мы полностью отошли от того, что сделали, и начали, ну, искали идею для того, чтобы запустить что-то новое. Ну и недолго думая, ну, нам что было интересно? Мы сели, подумали, нам была интересна история, давайте сделаем что-то подобное. При этом были разговоры с другими товарищами, которые делились своими знаниями по части санжиры. Ну и щелкнуло в какой-то момент, и мы подумали, что давайте попробуем собрать это. Ну и начали. Просто появилась идея ниоткуда, и вы решили просто так вот, вы как миссионеры или финансовые. У нас же, как, тем более IT-компания, это как люди, которые в современном мире зарабатывают деньги. Да. Вот. И вдруг они как в прямую противоположность Мгм. разворачивают свою компанию и начинают создавать приложение касательно истории, собирая ее по крупицам. Нет, не разворачивай. Просто я всегда делаю то, что интересно, на самом деле. Если не интересно, пусть это будет супер какой-то проект, даже если он будет супер денежный. Если мне интересно, я делать не буду. Здесь просто загорелось у нас 5-я точка, да, и мы решили, что почему бы не сделать, почему бы самим не улучшить свои знания о народе и не дать систематизированную такую базу данных для других людей. Вот и все. Почему ген? И почему не на Очень, кыргызском тогда? ну, приложение полностью называется «Ген Кыргыз Санжирасы», Мгм. поэтому такой национальный Летает, оттенок да. оно имеет. Но ген это корень, который мы выделили из двух слов. Это генеалогия и генетика. И как раз-таки вот слово вот генетика, о которой я сейчас говорю, это следующий этап доработки нашего приложения. То есть если сейчас мы занимаемся консолидацией данных из устных письменных источников относительно генеалогии кыргызов, то в ближайшем будущем мы планируем после выхода официального уже приложения и проведения некоторых итераций разработки, мы уже будем внедрять туда возможность построения карт на основании генетических исследований. То есть мы сейчас мы уже подписали меморандум с одной из лабораторий и планируем предоставить возможность быстрого проведения анализов генетических для наших граждан. Как это будет выглядеть, пока мы просто разложили на бумаге, но смысл будет в том, что мы бы хотели, чтобы каждый кыргыз имел генеалогическое дерево, в
который может проследить некие связи, и генетические результаты генетического анализа, которые будут показывать этнический состав. Ну, это сейчас модно, да, национальный так называемый Вам состав. не кажется, что это там слегка опасно и уводит в чистоту какой-то кыргызской расы? Ничего не напоминает вам это? Ну, я вам скажу так, что кыргызы многоэтнический сплав исторический, да, то есть это такая некая конфедерация племен. И говорить о чистоте нации, ну, кыргызы никогда об этом не говорили. Они были объединены всегда культурной составляющей, языковой составляющей и традициями, да, которые чтились так или иначе. На данный момент кыргызы сложившаяся нация, монолитная нация, которая как бы по всем законам полноценна. Но если мы углубляемся в историю, в глубину веков, как и любые кочевники, кыргызы неоднородны. Хорошо, мы говорим о 500-летней истории. Так, Даже 600 лет так. практически, да? Ну, не практически, а, как я понимаю, 500-600 лет колеблется, да? Вот за это время там у каждого кыргыза было, ну, как минимум 500 000 родственников. Ну, Так. условно говоря, прямых потомков. Ну, Прямых однозначно не об этом я потомков, сказать не могу, да, таких данных у нас нет. не прямых потомков, а прямых прародителей, скажем так. Ну, смотрите, если мы умножаем там по этой формуле, у нас 4 бабушки и дедушки, 8 прабабушек, прадедушек, 16 прапрабабушек и прадедушек и так далее, там набегает сумма в 500 000 человек как минимум за эти 500-600 лет, если не больше. Вот. Это очень большой кластер информации. Как вы это все пытаетесь сделать? Или каждый кыргыз хочет видеть себя там родственником какого-то известного человека? Вот как вот здесь это все работает? От кого идет начало, от кого идет куда это все приходит, и все ли рода начинаются там от известных людей, или есть какие-то такие зашоренные имена? Ну, в смысле, в историческом плане зашоренные, в плане неизвестные. Ну, тут несколько вопросов сразу, да, разом. Касаемо большого количества людей, 500 000 происходящих от одного человека, пока сказать не можем. Потому что у нас на данный момент всего 700 000 человек обработанных нами. Количество растет с помощью новых функций. Вот. Что касается желания людей себя выделить и вести свой род от какого-нибудь значимого человека, ну, здесь, конечно, мы с этим сталкиваемся. Люди хотят быть частью, да, большой истории в прошлом, поэтому себя приписывают. Но очень важно понимать, как раз я не ответил на предыдущий правильный вопрос. Кочевые общества, они имеют высокую степень смешанности сами по себе. Вот. И говорить о том, что все потомки какого-то известного человека или там какого-то праотца, они были именно прямыми потомками, говорить же нельзя. Яркий пример тому, например, Телекматаке. Давайте так, да, на Иссыкуле есть такое понятие джитыаке. 7, так скажем, мудрецов по-русски. Вот. Телекмат сыграл достаточно большую роль в отношениях между племенами, особенно на Иссыкуле. Так вот, его отец был рабом. Он был рабом, он был принят в племя Бугу, вот, ну, выполнял какие-то функции, что, собственно, не помешало его сыну в будущем стать бием, да, и сыграть значимую роль в решении вопроса проблемы между двумя племенами, Сарыбагышей и Бугу, да, после убийства Орманхана. Вот, поэтому говорить о том, что прям все присутствующие в Санжире персонажи, да, это прямые потомки кого-то, нельзя. Ну и с другой стороны, память, да, память человека, она же не безгранична. Очень часто какие-то пришлые племена или пришлые люди приходили на какую-то территорию. Если их принимали, они оставались и становились народом, да, то есть у кыргызов было понимание не нации, да, даже не национальности, а народ, эль. И каждое племя тоже называлось как бы эль.
Вот. Однородности нет, желания выделиться, да. То же самое происходит сейчас и везде. Там, я не знаю, где-нибудь смотришь российские источники или российских блогеров, я там потомок Рюриковичей, Романовых и так далее, да. Хотя подавляющее большинство в стране были крепостные крестьяне, да. Вот хочется себя выделить, ну, пожалуйста, выделяйте. Да, и причем все как белокровные-то были вырезаны Обязательно, практически. обязательно. Поэтому говорить о том, что Говорить о том, что все чистокровные, нельзя, конечно. Говорить о том, что все там потомки каких-то великих людей. привилегированных сословий и классов, нельзя. Но кто-то выжил, кто-то остался. А у кыргызов это немножко по-другому было все-таки, да? Это родоплеменное какое-то, родоплеменные отношения Вы охватываете примерно 700 тысяч персон на данный на момент. данный Да. момент. Что растет? Сколько это родов? Ну, это около 40, порядка 40 родов. 40, Ну, 45 основных, родов. да? Да. Это вот как раз Правого, левого. да? То, что сейчас говорят, что кыргызы переводятся как-то по-другому, но я тоже могу перевести джумбаш как золотое руно, потому что джун — это шерсть, да, а баш — голова, то есть шерстяная голова, самое, что ни на есть ценное при золотообработке, это как раз та самая шерстяная шкура, которую использовали при промывке золота, и как раз-таки, когда увидели русских, они к ним настолько с уважением обращались, что дали джунбаш. А с течением времени, к сожалению, этимология слова поменялась, и оно стало оскорбительным сейчас. Ну, мы живем в правовом обществе, как бы каждый может верить во все, что хочет, на самом деле. Это к вопросу о переписывании истории. Как вы можете преподнести то или иное Да, слово? да, 40 племен. 40 племен. Ну, явно не кыргыз, по мне так, да, потому что все-таки кочевые сообщества — это такие брутальные, все-таки в своей основе, да, объединения, и, ну, как-то мало вяжется, да, там, с кыргыз. Мне бы хотелось верить, что происхождение кыргыз связано с словом крылгыз, да, есть такое, что в переводе на русский язык означает неистребимый. Но я думаю, это нужно будет оставить уже историкам, да, Мне тоже действительно бы хотелось профессионалам. верить, что джунбаш — это золотое руно. Ну вот, да, я говорю, это вопрос каждый верит в то, этимологии что слова. хочет верить на самом деле. Но в целом, ну, опять же, да, ну, навряд ли вот название там 40 женщин, угнанных, да, там в разные Следующий угнанных вопрос. куда-то Раз вы разрешено. меня к женщинам ведете, вот у кыргызов Это не я веду к женщинам. отношение к женщинам было всегда почетным. Ну, не ко всем женщинам, но было понятие байбичей и тому подобное. И я помню, вы мне рассказывали как-то, что один из родов начинается как раз с женщины. Да, это Наалы-Эдже, сестра Мухаммада Кыргыза, либо по-другому Тагайбия. Дело, почему ее записали в Санжиру, потому что ее выдали замуж, да, и от них пошло потомство. От нее и от Көкө. Очень часто называют Көкө Наалы, да, родоначальников племени Монголдор. Вот. Ну, так как не принято в целом было вести от женщин, но при этом родная кровь, и муж Наалы был непростым человеком, ну, как бы приняли свое лоно и начали Ну, то есть вести от это нее. полноценный род, или как? Конечно, это огромный большой род, который проживает на территории Нарына, частично на Иссыкуле, очень много сейчас в данный момент Чуйской области, очень много представителей этого народа и в политической жизни, и в бизнесе. Так что это серьезные ребята. Еще раз вернусь, чтобы понять. Вы назвали цифру в 700 тысяч, да? Это примерно сколько из них наших современников? Наших современников примерно 1200. Всего 200 тысяч. Пока, да. Ну, опять же, что считать современниками, да? Есть наше с вами поколение, есть поколение уже наших детей, есть поколение наших отцов. Ну, Вот, это да, современники, да. да, то, что нам удалось за первый период существования проекта собрать, так это вот у некоторых племен это вот до последних 3 поколений, грубо говоря, до наших отцов.
Дальше, ну, в зависимости от источников, либо есть кто-то из наших поколений, либо нет. Но я должен сказать, что есть племена, где у нас практически нет информации, да, и часто это племена ичкиликов, да, так скажем. Это такое среднее крыло кыргызов. Ну, пока мы работаем, да, то есть сразу все сделать невозможно. Мы еще ведем исследования, ищем материалы и обрабатываем. Вы обработали порядка полумиллиона имен исторических. Обработали где-то 1,5 миллиона мы. Просто часть данных не вошла, потому что мы просто не можем состыковать их. Знаете, вот, например, берем мы источник какого-нибудь племени или источник по территориальный какой-то и видим, например, что на территории там какого-то аила или округа живут там такое-то племя. Есть какие-то цепочки, информация и так далее, но приводится еще дополнение из других племен, да, то есть кто-то пришел на эту землю, на землю другого племени и там начал жить, но фактически относится к стороннему Ну, племени. миграция, да, Да, внутренняя? внутренняя миграция. Помимо этого, часто бывает так, что утеряны сами знания, да, у людей. Или не переданы были в полном объеме. И мы видим там, например, GTA-то. Вот седьмого деда там все мы видим, там, скажем, потомков там 200 человек. Вот. А куда его стыкануть, мы уже не понимаем. То есть это такие резервные данные у нас, которые мы, когда получаем данные от наших пользователей, мы их сличаем с теми данными, которые мы не смогли ввести, и уже на основании там нескольких источников принимаем решение, стыковать куда-то их или нет. Вот примерно так. Поэтому что-то у нас, половина примерно у нас еще в загашниках. Прямой вопрос. Вот какое количество кыргызов вообще, насколько GTA пользуется популярностью в процентном соотношении? Если, условно говоря, мы сейчас на улицу выйдем, сколько нам человек скажут своих GTA, а сколько не скажут? Ну, если говорить, например, о городском населении, наверное, процент будет меньше. Если говорить о регионах, то знания достаточно высокие. Ну, лично по моему опыту, опять же, он очень субъективен, да, и он ограничен мной лично. Но в областях, если я бываю, и это не младше меня поколение, а если это старшее поколение, то в большинстве случаев, 90% случаев, 7 отцов знают все. В Бишкеке, в городах крупных, ну, происходит глобализация, интересов у молодежи очень много, да, поэтому не всегда они знают. Но проект побуждает людей к тому, чтобы люди все-таки нашли, да, свои корни, узнали свои GTA и рассказывали уже. Ну, интерес, то есть большой. Я должен сказать, не просто большой, а гипербольшой. Потому что мы даже, опять же, у нас не вышло еще приложение, да, мы партизаним где-то там в Telegram-боте, мы просто пока допиливаем его, и ну, уже у нас идут скачивания, да, то есть кто-то что-то узнает, люди заходят, добавляют информацию. То есть, смотрите, мы выпустили, когда мы сделали приложение, оно было в закрытом тесте, но люди, получив возможность добавлять информацию, за первые сутки внесли 3500 имен. Не все правда, где-то там просто люди тыкают, нажимают куда-то, там, просто потестить, что это такое, но в процентах 70 это конечные данные, причем достаточно крупные ветки, которые позволяют нам уже обрабатывать как бы с двух сторон информацию, да, с точки зрения с имеющейся у нас и с предоставленной. Вот вы прям в продолжении нашего вопроса задам, вернемся еще на несколько вопросов назад по поводу цензуры. Опять же, пришел человек, вот он хочет себя к кому-то великому примазать, условно говоря. Ну, извиняюсь за мой французский. Кстати, все, что мы тут говорим, это не детальная историческая... Абсолютно. Да, это основанное на наших Вся информация, которую мы произносим здесь в контексте данного подкаста, это наша субъективная информация, основана там на моем историческом образовании, на огромном потенциале Антона. Он прочитал огромное количество книжек, провел множество исследований. Поэтому,
по этимологии слова «джумбаш» вы уже поняли, да? Это у нас кредо такое сегодняшнее. Да, Вот. да. Вернемся. Какая цензура? Вот как уйти от того, чтобы человек там, условно говоря, себя не примазал к какому-то роду? Ну, человек должен, в принципе, знать Или это вообще. на честности? Нет, людям нужно знать просто правду, не надо ничего о себе придумывать. Да, ну, историю свою знать надо, историю своего рода, историю своего племени. Очень много людей было, которые сыграли роль в чем-то, не будучи великими людьми, известными, да. Поэтому, конечно, очень многие есть люди, которые приходили или звонят нам, или пишут нам и говорят, что вот нас надо как-то выделить, но в этом-то и преимущество того, что делает этот проект многонациональная команда. Мы не привязаны сами, мы не являемся адептами какого-то одного племени. Нам, по большому счету, все равно, да, кто является чьим потомком. Нам самое главное — дать объективную, непредвзятую информацию. Вот и все. Больше никаких целей перед нами не стоит. И мы тоже ошибаемся. Но причем мы ошибаемся же на основании других данных. То есть кто-то уже ошибся, мы это перенимаем ошибку и тянем за собой. Это вот проблема, да, большая. Но появляются люди, которые говорят: слушайте, ребят, здесь у вас неправильно, здесь неправильно, а вот здесь мы так видим, а здесь мы так видим, а здесь есть другие свидетельства. И мы же это все обрабатываем, опять же. И мы перестраиваем ветки. Опять же, вот если открыть сейчас приложение, все начинается с Долонбия. Ну, это такое, да, условное, это такая организационная, по сути, структура. И, например, левое крыло не происходит от Долонби, это 100%, да, потому что имеет своих прародителей. Но так как это было принято, и сейчас мы обрабатываем большое количество информации, у нас нет достоверных источников по тому периоду, ну, пока стоит как стоит. Но при этом очень многие хейтят этот вопрос, да, почему у вас так. А просто потому, что мы не можем пока построить по-другому. Когда у нас будет больше информации и правильной, проверенной, тогда мы выстроим. К чему и всегда призываем наших пользователей. Мы же всегда говорим о том, что не мы вам даем и вашу историю, да, то есть там не я лично, какой-то непонятный человек другой национальности пишет вашу историю. Нет, давайте делать это все вместе. Есть платформа, да, платформа дана, есть классные возможности развивать эти деревья, не только указывать своих там детей, что сейчас большинство делают, но и находить ошибки, и это очень важно. Поэтому это такой, для меня это общенациональный проект, и люди, втянутые в него, делают тоже большую работу. Про национальный проект и про деньги все-таки вы не Мгм. ответили вопрос. Сколько стоит это приложение примерно? И вообще, вот как, есть ли у вас спонсоры какие-то или откуда деньги? Как Зинь. ассасина, да? Откуда деньги, Зинь? А то вы говорите вот о национальном уровне, так, э, о, ну, это глобальное приложение, оно же 1,5 миллиона фамилий, вы сказали, было обработано, имен. Да, это же не один человек делает, это же целая команда, по цифрам можете сориентировать? Ну, хотя бы Попробуй. примерно, да, и кто государство, откуда? Ну, смотрите так. М, Я же в первую очередь предприниматель, да, еще раз. Дорогие друзья, я не историк, я предприниматель. И чтобы продукт приносил деньги, он должен быть нужным людям. То есть они должны быть готовы заплатить за что-то хорошее. Пока проект находится в промежуточной стадии, когда говорить о финансовой части, то есть поступлении денег от пользователей, ну, нельзя. Нами планируется введение новых функций, которые будут монетизироваться в будущем, но пока на данный момент это абсолютно не нужно, у нас стоят другие задачи. Нам надо все-таки доверифицировать часть основополагающих данных. Касаемо того, откуда деньги. Ну, деньги, еще раз, да, у нас есть компания основная, родительская, которая, по сути, финансирует разработку. Разработку и работу других людей по этому направлению. То есть у нас есть несколько организаций. То есть это ваши, по сути, деньги? Да, это мои деньги, на которые ведется проект.
Сомнительный, конечно, бизнес в моем понимании, но все-таки. Ну да, ну да. Знаете, и в Телеграм-то особо никто вначале не верил, да, зачем нужен был Телеграм, когда есть WhatsApp. А когда довели до ума Телеграм, он оказался полноценной альтернативой. Поэтому получится ли у нас или нет, это вопрос времени, мы об этом уже скоро узнаем. Но так или иначе, собранную информацию, она уже, да, в открытом доступе, ей можно пользоваться. Что касается партнеров, спонсоров и так далее, на данный момент прямых спонсоров у нас нет. Очень часто это интересы же, и очень часто наши интересы не всегда сходятся с потенциальными инвесторами. Если такие найдутся, когда мы четко встанем, наши шестеренки будут двигаться в одном ритме, Ну, а вы можете вполне вероятно. хотя бы вилку обозначить? Как Сколько жена стоит? моя все говорит, вот сколько стоит там стать э, там, минимальное спонсорство? Может быть, люди задонатить хотят. Ну, смотрите, И вообще донатят ли? суммарно на проект было потрачено уже более $100 000. Это же идет, Без учета вашей работы, да? да, еще и без учета моей личной работы. Вот. И спонсором проекта сможет стать любой. Да, то есть дать денег на развитие, тут никаких проблем нет. Но если речь идет о прямых инвестициях и получении какой-то доли, ну, здесь надо будет рассматривать уже смотреть не только на то, что уже потеряно, ну, не потрачено, еще На и на то, потенциал, что, да. да, мы будем тратить. А тратить еще придется очень много. Работы очень много впереди. И технической, и гуманитарной, и административной, и так далее, и так далее. Там очень много пластов. Это и реклама, и маркетинг, да, те же самые наши соцсети. Они же идут, они ведутся. То есть там выпускаются какие-то ролики, какие-то публикации, людям о чем-то рассказывают, люди там о чем-то беседуют, просят другую информацию. И это тоже работа. Хотя, казалось бы, оно само собой появляется. Много денег нужно на это. Государство, со стороны государства мы видим, что за нами наблюдают. Да? Но мы не отклоняемся от линии партии в целом, да, потому что у нас интересов никаких нет, никого выделить. Поэтому ведем работу. Ну, скоро выборы. Как это связано с нами? Ну, может быть, ну как, на выборы каждый кандидат ищет способы, как свой электорат увеличить. Но я не думаю, что там связь с каким-то великим предком поможет сейчас выиграть на выборах, либо использование этого инструмента нашего, да, как влияние на выборы, но я думаю, все-таки минимально на данном этапе. Вот, ну, все-таки давайте быть честными, в Казахстане есть такое же приложение, да, насколько я понимаю. Вот я его честно не видел, и просто люди говорят, что называется. Вот, там оно маржинальное или убыточное? По-моему, там она строится вообще по другой модели. Я, конечно, не особо знаю все подробности этого проекта, но, во-первых, инициатором этого проекта было государство, спонсором этого проекта было государство. Вот. Ну и в результате, скорее всего, ништяки получило государство с этого, нежели развитие проекта в коммерческом плане. В нашем случае немножко же не так. Мы же с коммерческой точки зрения изначально выходим. Просто, опять же, методом проб и ошибок мы выверим. Мы способны будем полностью себя обеспечивать или нет. Выходить, да, хотя бы на самоокупаемость. Ну, опять же, сейчас об этом речи не идет. Хорошо, вот мы говорим о 40 племенах. Сохранились ли в Кыргызстане бии и манапы в современном обществе? Как неудивительно, да. Мы недавно, ну, относительно недавно познакомились с объединением Кыркчоро, Кыркуру. Не путайте такие вещи. Да. При всем уважении к Кыркчоро. Кыркуру. И это объединение именно, так скажем, административщиков, да, со стороны родов и племен. Даже бывали на их встречах. Между прочим, интересные вещи делают на самом деле.
Они как бы поучаствовали по части, по-моему, выпуска информации по племенам Адыгине. Да, это Бюрю, Джору и так далее. Это Чуйская долина, да, Адыгина? Это больше юг. Это больше юг. Хотя и здесь названия географические Ледника, сохранились. да. Да, их. Ну вот, в общем, есть. Чем занимается на самом деле, я не особо осведомлен, но но, насколько я понимаю, они как раз-таки содействуют выпуску литературы, исторической, генеалогической, проводят какие-то мероприятия, решают какие-то внутренние вопросы. Ну а вот родоплеменная структура у каких племен сохранилась, исходя дальше, если вопрос? Манапы сохранились в Сохранились. каком-то формате. Да, со времен. Да. А сама структура, то есть есть ли там какие-нибудь племенные советы сегодня в Кыргызстане и тому подобное? Не сталкивались вы с таким? Я лично не сталкивался, но, по-моему, они существуют, да, ну, то есть какие-то успешные такие на локальном уровне традиции, они все-таки есть. На самом деле, опять же, да, вот есть племя. Племя тоже, в свою очередь, делится на рода. На рода делится не просто так. Грубо говоря, сейчас, конечно, много аспектов, много разных дополнений можно будет сюда привести, но, по сути, например, племя растет, род растет, людей становится больше. И, например, на мероприятие ты всех уже не пригласишь. Невозможно Само пригласить. собой, Да. возьмем Бугу или Да, Сарыгага, ну что-то ты всех не пригласишь абсолютно. Полкыргызстана Да, собирать, что ли? да, или там в составе, например, племени Сару есть Агнаи, да, и, ну, всех Агнаев уже не позовешь. Там, вот тут только по нашим данным их 4000 у нас, хотя на самом деле больше, да, потому что они распространены не только на нашей территории, да, Кыргызской республики, но и у наших соседей. Соответственно, происходит деление, более мелкое, и уже можно как бы проводить общие мероприятия. Кто-то уже отпочковывается при достаточном количестве, они уже живут по-своему. Общие мероприятия, общие какие-то дела и так далее. У другого рода свои дела, да, свои мероприятия и так далее. Так что в какой-то части деление сохраняется. Но оно, опять же, социальное, да, то есть это не деление людей там по классам, не деление людей там по пригодности, да, а это просто унифицированная такая система, да, объективная система, когда нужно будет можно будет легко и удобно поддерживать традиции. Потому что, ну, на свадьбу 100 000 человек не позовешь, к сожалению, а хотелось бы побывать на такой свадьбе. Да, ну очень так. Ну, а в основном вот такие форматы, как я понимаю, сохранились больше в сельской местности, да, и обусловлены там территориями нескольких сел или района, или это прям ну, вне зависимости от человек, которых мигрировали за пределы, допустим, Ну, этой территории. конечно, больше распространения там, где, так скажем, современные, да, какие-то цивилизационные моменты не повлияли, это периферия. Ну и в городе то же самое. Опять же, да, что мы называем городом? Да? Город уже давно стал живым организмом. Да, в город постоянно приезжают новые люди, из него постоянно уезжают новые люди. И как раз-таки поддержка связи на таком уровне позволяет людям не забывать свои корни, свои традиции, родственников. Хотя очень часто бывает, да, и не дадут соврать, там половину родственников на мероприятиях никто не знает. Но зовем, вернее, зовут кыргызы. Насколько сильно Санжара переплетена с малыми апасами и большими? На этот вопрос у меня на самом деле нет ответа. Я не сильно погружен в эпосы. Ну, то есть на уровне просто знаний, да, как литературных Ну, произведений. сказки, возможно, какие-то. Нет на самом деле у меня ответа. В любом случае, я считаю так, что любые сказки, они берут основу из жизни, просто приобретают какие-то такие дополнительные свойства. Включен ли Бишкек-Батыр в Санжару? Это тоже очень такой хороший вопрос, крючок, да. На самом деле,
Мы встречаем 2 бишкеков-баатыров сейчас, и мы не знаем, что с этим делать на самом Насколько деле. я знаю, у Бартольда есть только упоминание о совсем коротенькое о Бишкек-Ата. Это когда ему встретился, по-моему, там какой-то местный дедушка, который рассказывал, вот здесь был когда-то мавзолей или мазар, посвященный Бишкек-Ате. Вот. И в 90-е... Ну, я вас перебил, конечно же, Не-не-не, мне извините. интересно самому. Ну, Вот. А что касается современности, памятник же есть? памятник есть, а вот касаемо персонажа вопросы, потому что мы сейчас встретили Бишкек-баатыра вроде Солто, и, если не ошибаюсь, в одном из родов Сару. Что тоже как-то перекликается с той информацией, которая имеется, но на самом деле, опять же, да, насколько это верная информация, непонятно. Все-таки, в конце концов, Бишкек-баатыр, ну, лично я, опять же, да, давайте субъективно, чтобы никого не обидеть, о Бишкек-баатыре, ну, вот, узнал, в принципе, при строительстве памятника, да, и на этот счет же много было спекуляций. Вы, наверное, знаете, да, и что и вымышленный персонаж, и что и специально вы придумали его, там, я не знаю, ну, уже после развала Союза. Как на самом деле неизвестно, но с другой стороны, если рассуждать логически, почему раньше о нем, да, там так часто не говорили? Ну, вроде бы Пишпек сохраняется название, да, крепость Пишпек сохранили, не изменили. Потом Фрунзе, конечно, стал город, но о Бишкеке как таковом мало информации, поэтому мы сейчас просто собираем ее. Очень такой каверзный, Дим, вопрос. На него сложно ответить. Я Ну, мне, не могу этого сделать. знаете, просто странно. Давайте. Вернемся по Давайте. поводу моего джумбашем и Да. этимологии слова, да. Мне кажется, что все-таки простые названия использовались всегда с точки зрения исторической географии. Так, например. Ну, например, вернемся к вашему родному Таласу. В пойме реки Урмарал есть известный памятник петроглифии. Называется Джалтаракташ. Блестящий камень, да? Вот. Ну, если этот камень блестящий, вот подходишь к этой скале, и она как зеркало блестит, Так. то тут и понятно, почему его назвали. Мгм. Вот. И для меня, вот я в университете преподавал раньше историческую географию, для меня всегда я шел к упрощению названий. Потому что я считаю, что там, ну, условно говоря, возьмем Александровка село. Мгм. Александровым, или Александром, или Петропавловка дальше село, Петром и Павлом основано. Все абсолютно простые названия, да. Каракол, да, Черная рука. Ну, я думаю, может быть, поколение как-то по-другому его или Карабалта, Черный топор. Да, казалось бы, слегка такие индийские названия в нашем понимании, да, когда там Белый орел или тому подобное. Но я считаю, что это нормально абсолютно. Ну, а в чем здесь? Бейшташ, например, 5. Да. Если там они стоят, эти 5 камней, то они там и есть, эти 5 камней. Так. Вот. Ну, касаемо, опять же, И если Бишкек это что? Инструмент для взбивания кумыза, то, может быть, пусть оно так и остается. А зачем придумывать там что-то новое? Как вы вообще к этому относитесь? вот в том-то и дело, что я не знаю правды. Да? Вот что считать правдой? Опять же, что является домыслом, а что является действительно правдой? Знаете, одну еще особенность я расскажу насчет Бишкек-баатыра, почему я так вот осторожно этой темы касаюсь. Дело в том, что даже, по-моему, у нас сейчас в приложении можно будет почитать. Дело в том, что когда мы встречаем историю Бишкек-баатыра, его история связана с другими батырами, да, и событиями времени, когда он жил. Но когда мы начинаем читать историю этих батыров, о которых известно, которые признаны и все, мы не встречаем историю про Бишкека. Но все-таки он у вас есть, вы не ответили на прямой Да, вопрос. да, 2 Бишкека у нас есть, и мы не знаем, кто из них тот Бишкек, о котором мы говорим с вами. Видите как? И очень легко же задеть чувства людей, да, играя
А в какой род сказать он так. относится? К какому Ну, роду? либо, у нас есть в Солто Бишкек Батыр, Мгм. и нашли мы Бишкек Батыра в Сару, в 2 племенах. Кто есть кто, пока мы не знаем. Надеемся, что знающие люди подключатся к вопросу и все-таки дадут исчерпывающие ответы, да. У вас, получается, к каждому батыру или к каждой личности, которая в Санжире, есть краткое описание человека и кто он. Да, Ну, ко многим, как я понимаю, не ко всем, но... на данный момент 600 с лишним человек мы внесли биографические данные. Да, да, это по большей части 500 из 600 это как раз-таки би, батыры, это вот период между там, 15 и 19. Ну, вот это как раз те личности, которых при Акаеве начали, которым при Акаеве начали памятники возводить. Там Да, Джайнек Батыр, да, да, Джаил Батыр, там Талак Батыр и тому да, да, подобное. То есть, чья история уже была описана. да, А вообще, как вы относитесь к ним? Потому что, как меня все обвиняют в имперском мышлении, так. да, но бабушка моя всегда говорила, да, они были всю жизнь конокрадами, батыры эти. Ну и как если мы вернемся, допустим, к тому же Джайнек Батыру, которого я затронул, то по факту-то он и был конокрадом. 7 тысяч лошадей угнал, в тамге их переклеймил, и все. Вот. Как здесь история преподносится? Не, ну на самом деле это же события, да, какие-то определенные события, то есть Батыр, Честно, я, там я целый, думаю, что не все поймут. Я вам говорю ту, как то, как это правду, видели другие, правду, да, да, да. правду, как мне это все преподносилось. Поэтому это мое личное мнение. Вы можете с ним соглашаться или не соглашаться. Вот. Ну вот смотрите, все животные равны, но некоторые равнее, да? Мы же знаем такое выражение. Суровые наказания ждали людей за конокрадство. И это было серьезное преступление. Поэтому, если кто-то имел возможность угнать много коней, переклеймить и присвоить их себе, значит, это уже была такая более политическая воля, да, к этому. Потому что просто так воровать нельзя, особенно коней. Это наказывалось сурово. Касаемо в целом того, что крали коней и историй, ну, на этот счет очень много, да, например, вот мы с вами затронули Тиликмата Аке, да. Ну, давайте продолжим, да. Из племени Бугу был такой Балбай-Батыр. Там очень интересная на самом деле история, но у него Он без были... ему сохранился даже. Да, да. Но у него были некоторые сложности, так скажем, как сейчас стараются сглаживать углы, с племенем Сарыбалыш и Чорки. Да, и его же в какой-то момент он потеряет лошадей по одной из версий, да, один из рассказов, он теряет лошадей, начинает их искать, заходит на земли к Сарыбалышам в поисках своего же скота, а в конце концов его обвиняют в конокрадстве, садят на цепь в юрте, да, и держат целый год. Поэтому, опять же, басмачи — это одно, да, это явление уже ближе к приходу советской власти, да, это как реакция сопротивления, да, там, на царский империализм, там назвать можно сейчас как угодно это все дело, на царизм реакция, ну и впоследствии на советскую какое-то насаждение, да, Ну, советской власти. сепаратисты вы называете. Сепаратисты, да. Для этого есть хорошие термины, Да, которые были поставлены. до этих событий, до прихода царизма, ну, как бы басмачей особо не было, были просто люди, охраняющие свои земли, свой скот, свои пастбища. Нет, ну это, то есть всегда есть согласные и всегда Да, есть несогласные. да. Нет возможности, ну, то есть не бывает одного мнения у всего народа. Ну, конечно, Да. конечно. А все же Просто срочно, сейчас, да. сейчас я вам вот хочу сказать, что сепаратизм принял борьбу за независимость какую-то, фрагментарную. Я думаю, это связано с тем, что там с 90-х годов огромное количество американских фильмов, те же самые «Звездные войны» возьмем. Да. Это, по сути, сепаратисты, которые борются за независимость. Да. И люди как-то начали им симпатизировать.
Да. А по факту-то, сложно сказать, что лучше, какая власть была лучше, сепаратизм или... Ну да, ну смотрите, сложный вопрос. Я не эксперт в этом вопросе на самом деле, да, но имеет то же самое движение басмачества, оно имеет, как это в истории, да, имеет предпосылки, имеет четкую характеристику, да, и последствия. И это же не просто так, там люди встали и что-то захотели, да, это целенаправленная, там где-то борьба. С точки зрения, например, коммунистов, большевиков, да, которые пришли впоследствии к власти, это классовая борьба. То есть с точки зрения коммунистов это люди, которые желали сохранить за собой привилегии и таким образом втягивали в свое движение других людей, менее там, богатых, обеспеченных и так далее. С точки зрения современности, если рассматривать какое-то глобально все это дело, да, но приходит одна страна, да, нарушает уклады, ну, там приходит, да, там какая-то империя нарушает уклады, кому-то это не нравится, и вполне, ну, можно назвать это национальным каким-то движением, национально-освободительным. То есть вне зависимости, в принципе, от Вы знаете, я вам какой-то... отвечу на это очень просто. Курманджан Датка была даткой Каканского ханства. Ну, И ее сейчас мы ее Алым Бекзатка. прославляем, она же унаследовала титул датки, и сейчас мы ее прославляем, хотя она была тем же самым сепаратистом. Мне по кажется, факту. да. Ну, смотрите, То здесь есть есть история — это отличия. такая вещь, как мы ее... Трактуем. Да, тот же самый Шабдан Батыр, это же тоже по факту сепаратист Каканского ханства. Ну, Шабдан Батыр Просто, очень интересная личность, на просто самом деле. вопрос в том, что кто пишет историю, тот и создает героев. Ну Кто да, пишет историю, тот и да. создает Ну, врагов. мы это все видим, Я да. думаю, что вот мы с вами обсуждали этот вопрос. Я думаю, что в каждом роду, у каждого человека, как я уже сказал, за 500 лет это порядка, вот я прям напишу, сколько здесь появится вкладочка, сколько это тысяч человек. Вот из этих 1000 человек были и басмачи, и те, кто этих басмачей убивал, и там служители Каканского ханства, и служители советской власти, царской империи и тому подобное. Ну, опять же, да, Просто не да, нужно зацикливаться на конкретных да. исторических моментах. Ну, опять же, я смотрю на это так. У каждого человека есть база, есть точка взглядов, да. Если у вас коммунистические интернациональные взгляды, то для вас басмач будет негативным проявлением, да, негативной реакцией на то, что происходит. Потому что, ну да, басмачи особо не жалели пришлых, да. С точки зрения, например, самих же басмачей, да, и людей, которые там потеряли много чего, да, и нужно было встраиваться в новую формацию, ну, это борьба за такую условную независимость, да, и сохранение там традиционного уклада. С точки зрения нынешнего времени, когда необходимо найти м, такую связывающую идею, да, для народа, возможно, будет какая-то немножко другая трактовка, да, этим всем событиям. То есть все зависит от того, как вы на это смотрите. Если вам нужно поссорить людей, то однозначно кто-то хороший, кто-то плохой. Я же про Надо это и смотреть говорю, куда что бить. нужно Ага. жить сегодняшним днем. Абсолютно. Да. История — это не та фракция, которая должна людей там, ой, нас обидели те, нас обидели другие и тому подобное. Ну, всех, кого, в конце концов, когда-то обижали, да, например, если мы будем говорить о славянах, ну, можно обидеться там на кочевников, да, Да, за я то, вот что загнали недавно нас в леса. читал, что русские князья все от кыргызов произошли. Ну, и Вот. такое случается, да. Я читал, что там и недавно, да, я столкнулся с какой-то ересью в интернете в том, что там чуть ли не все произошли от славян, да. Ну, то есть тут маразм... Про опять же. Да, Как, да, да, как-то маразма... вообще украинцы. Да. Да, маразма на самом деле много, он, ну, не знаю, смысл в нем есть или нет, но все на самом деле просто. Если мы будем обижаться на объективные исторические процессы, а это было нормальным явлением, прибежать, забрать, отнять, убить,
увести в рабство, продать, заработать на этом деньги. Так построена вообще была цивилизация и человечество. Если вернуться чуть назад, ну вот славяне. Жили, не тужили, прибежали гуны. Что делать? В леса убежали. В лесах особо на конях не поездят гуны. Можно спрятаться, да, там с рогатиной, среди леса и так далее. А все-таки как выйдут из леса, поймают кочевники, да, скрутили, в рабство увезли и куда-нибудь в Римскую империю продали. Ну и что? Теперь быть обиженным на кого? Да? На народы, которые входили в состав, да, вот этой Большой Гунской империи, да. Ну, тогда жизни не хватит на всех обижаться. Или обижаться на Чингисхана за то, что приходил дань 300 лет платил. Вот объективно платили 300 лет дань. Все об этом знают. Монголов ненавидеть, что ли, за это. Объективно тогда так сложилось, так должно было быть. Как было, так и было. Самое главное, что мы часто приходим к выводу, самое главное, что все процессы, которые происходили, они привели к тому, что сохранились нации, сохранился этногенез, сохранился народ, да, что бы ни было, все-таки живые, потому что очень многие канули в лету. Мы с вами затронули эту тему, но как-то вскользь прошли мимо нее. Давайте поговорим о родах рабов. Какие у кыргызов рода рабов встречаются в Санжире? Напрямую я, как бы сказать, навряд ли их перечислю, но в большинстве случаев это малые рода, да, то есть как мы воспринимаем племена и рода. Есть племя, которое делится на рода, рода дальше делятся на малые рода. Вполне вероятно, что, ну, и есть такие, вот опять же, телекмат, да, есть такие персонажи, от которых берет начало свой род, и таких, я думаю, что немало на самом деле, но назвать не берусь. Ну, вы телекмат назвали Ну, да, это вот прям то, что... наверху стоит, Да. да? Ну, а там история начала создания рода, можете как-то расширить это? Опять же, да, все зависит, надо понимать, как вообще появляются рода. Рода, они появляются органично, да, когда род превышает определенное количество людей, для удобного удобного управления им, он может как бы начинать разделяться. Вот. Поэтому, ну, история потомков Телекмата я уже как бы примерно рассказал, да, из того, что я знаю. Был отец, у него появился сын, и от него уже происходит очень много потомков, либо он очень много людей усыновил. Здесь даже больше так. Я, наверное, отойду от основного вопроса. Очень много приемных, так скажем, да, то есть, Детей приемных? да, воспринимается очень часто в Санжире, например, какой-то человек, давайте вот поразмыслим просто логически. Вот есть Тарайби, Тарайби, Мухаммад Кыргыз, от которого происходит там ряд племен. Да, это там, опять же, мы говорили, Бугу, Сарбарыш, Саяки, Комураты и так далее. Так вот, например, Саяки — это же отдельно стоящее племя на самом деле. То есть они не берут свое начало от Тагая. Они организационно, структурно находятся как бы под Тагаем, потому что в свое время, по преданию, он либо встретил, либо к Тагаю пришел Байзбек и присоединился, да, и Тагай дал ему кличку Саяк. А вот теперь давайте поразмыслим. Могло ли быть так, что пришел не один человек? Ну, навряд ли один пришел, да, там, ладно, окей. Один Саяк пришел, потом один Азык пришел, потом один Конурат пришел. Ну, в это слабо верится, да, и навряд ли он там существовал сам по себе. Скорее всего, приходили целыми родами, включались в состав, например, какого-то объединения, ну, в данном случае это племенное объединение правое крыло, да, куда входит несколько племен, и в итоге там остаются. Ну, а вот у нас даже в приложении, если открыть, например, вот Тарай, Саяк, у нас показано немножко неправильно, да, то есть по хронологии. Мы, открывая Саяка, мы видим предков Саяка.
И только потом, доходя до Баизбека, мы получаем его. То есть очень много. Опять же, это же структура, это не генетика, это генеалогия, да, когда строится какая-то связь. И пришлых, приемных очень много. По факту это был один человек или это было несколько человек, ну, уже никто не знает, но я склоняюсь к тому, что приходили группами. Раз мы саяков затронули, вот больше всего мне непонятно с этим племенем. Есть там морские саяки, есть кочкорские саяки, есть джумгальские саяки. Ну, это чисто территориальное деление на данный момент. Ну, то есть я оттуда, морской, я с Иссыкуля, я там с Токтагула, оттуда и так далее. Это просто территориальное деление. Если углубляться в Санджиру, то там есть свое деление. Есть саяки, есть чекир-саяки. Вот это основное деление. А разница саяков. какая? Ну, как бы это одно племя, но у них... Это одно племя с одним праотцом, но потомки этого праотца разделились просто на две ветви, по сути. И опять же, да, каким образом, если один саяк пришел... Дорогие гости, это риторические вопросы, которые возникают у нас при работе, и над которыми мы работаем, либо пытаемся найти информацию. Не всегда получается так, что у нас есть информация или хватает времени что-то освоить. Поэтому, я проецирую только свои мысли. Ну, насколько я понимаю, вот все эти проблемы, потому что ученые с той или иной, по тем или иным проблемам не дошли до финального вывода. И аккумулируя это все в единое, реестр, условно говоря, вы сталкиваетесь сейчас вот с этими проблемами. Да, мы даем почву для размышлений, почву для исследований. Мне бы в это хотелось верить, потому что одной жизни не хватит. Одного человека не хватит. Если этим заинтересуются и в этом будут участвовать большое количество людей, то тогда будет отлично. Потому что, опять же, вот мы бываем на каких-то мероприятиях, где непримиримые точки зрения между людьми даже одного племени, да, вот, происхождение там какого-нибудь рода. Вот те же самые Агнай, да, вот мы сегодня говорили, из племени Сару. Но это явно пришлые, то есть в какой-то момент принятые в племя какой-то род, да. А его истоки, его корни, кто-то тянет их от катаганов, да, то есть такое тоже племя было более древнее, кто-то еще откуда-то тянет, да, а единого мнения на этот счет нет. И вот говорить конкретно нельзя. Поэтому можно провести генетические исследования и посмотреть. Кто от кого происходит, да? Да. Ну и опять же, например, те же самые кыпчаки, найманы, да, это племена там после 12 века, да, которые появляются в составе кыргызов. Как мы вначале говорили, что такое конфедерация, да, племен, мультиконфедерация племен в себя приняла там кыпчаков, найманов и так далее. Хотя это были отдельные народы. Абсолютно отдельные народы. Кыпчаки встречаются не только на территории Кыргызстана и Казахстана, там, и на части на тюркской части Российской Федерации. Вот смотрите, хорошо, мы возьмем, не будем брать там дополнительных народностей, а что касается вот таких групп, как калмыки, они как-то выражены в Санжире, и упоминаются ли их рода? Потому что это вообще какой-то народ, который во всем виноват. Кто сделал это? Калмыки. Кто построил? Калмыки и тому подобное. То есть у кыргызов кто бы что плохого не увидел, сразу кто виноват? Калмык. Вот, а в Санжире об этом как? Блин, мне тут Это прилететь тоже... надо как-то по... Нет, прилетит не только вам, прилетит и мне, потому что я Юкулята Калмаков, да? Девушки, да, девушки наполовину калмачки. Ну, смотрите, если серьезно, есть объективная ассимиляция народов, да, и в целом, как бы, себя неплохо чувствуют, в принципе, все на территории, да, если нет каких-то терок между людьми, все себя, в принципе, чувствуют неплохо. Почему? Видимо, кто-то закосячил, кто-то натворил делов в прошлом, что сейчас обвиняют всех, но я это встречаю. Объяснить я это не могу.
да. Но у вас они как-то включены в Санжиру? Ну, есть же, например, калмаки, которые, опять же, да, вот и тема рабов, да, связана. Есть те, калмаки, которых пленили, и которые в итоге стали частью племени, ассимилировались и пошли дальше. Есть калмаки, которые жили обособленной группой, да, на территории там кыргызских земель, и там они более или менее сохраняют идентичность. Но так или иначе, со временем за счет смешения идентичность теряется потихонечку, и все становятся кыргызами. То есть рода калмак, условно говоря, или племени Санжира и вы не выделяете? Я, честно говоря, не встречал рода прям Ну, калмак. вот народности там или... Нет, они более обособленные, по-моему. Я же спросил конкретно, вот, а те, которые кому-то захотят примазаться, что с ними? Где? Не, как-то породнишься, ты там более или менее можешь туда вплестись, а так ты не вплетешься никак. В принципе, бывают такие интересные истории, когда сами вот берешь источник, смотришь, выстраиваешь ветку, а потом люди просто, когда видят все наглядно, они смотрят, слушай, а вот эти не наши, вот эти вообще левые, то есть вот эти вообще там откуда-то приняли их, они по факту не наши, но вот они себя записали. То есть когда сбор идет же данных. Но это опять же возвращаясь к предыдущему вопросу о приемных детях. Да, 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 да. То есть это абсолютно нормальная ситуация, просто как это должен Би или Манап сказать, все это наше, да? И тогда это только будут Да, наши, а да, по-другому никак. да. А с калмаками, видимо, так не проканало, да? Видимо, виноваты везде. Я не знаю, на самом деле, подоплеку всей этой истории. Очень интересно, всего не знаешь, но я встречал выражения, такие, как вы говорили. Сам произносить их не буду. Нет, ну я это объективно. Я ездил раньше часто в археологические разведки. Там Калмак Кургон, там Калмак еще что-то, Калмак еще что-то. Вот такое ощущение, что вернемся к Звездным войнам, как Дарт Вейдер, вот это всеобщее зло. Да? Кто виноват? Калмаки. Кто сделал? Калмаки. Кто построил? Калмаки. Ну, странно вообще. Ну, однако, это не всегда в негативном ключе. Иногда вот что-то монументальное с ними связывается. Но я думаю, что здесь, видите, не только калмаки, здесь еще калмаков иногда путают с Каканским ханством. Я имею в виду генетическая память историческая память, которая сохранилась, и, возможно, это как раз проецируется именно на вот это упоминание. Возможно, не обладаю. Ну, я не встречал, вот вы первый человек мне сказал, вот у меня в родственнике есть калмаки. Обычно они, наверное, себя не как его. Ну, в целом вы не отличите их от киргизов сейчас. Все равно ассимилированный народ. Азиатский народ, среднеазиатский. Светлее, наверное, больше. Чуть. И то не все. Ну, у кыргызов история воспринимает как голубоглазых и русоволосых. То есть я больше кыргыз тут, чем, ну, хотя я сомнительный, конечно, чем там некоторые кыргызы. А сейчас же сары кыргыз крайне редко встречаются. Но встречаются. Ну, это же енисейский, да, период, так скажем, да, вот когда говорят про голубоглазых и рыжеволосых людей. Это енисейский, как бы кыргызы, енисейский период. После этого же был великий кочевнический цикл, да, когда в 840 году разбивают уйгурский каганат, да, и становление происходит кыргызского каганата. Потом это средневековье как раз, да. Потом 12 век. Ну, то есть я хочу сказать, что просто тогда между нами голубоглазые и рыжеволосые — это на определенный период. Потому что, опять же, да, все крутится, опять же, из того, что кочевники есть кочевники. Кочевники постоянно обновляются, у них кровь постоянно меняются. То есть это же не оседлые люди, и поэтому там в енисейский период на них там сагдийцы какие-нибудь, угро-сагдийцы на них влияют, потом на них влиять начинает уже ближе сюда народы Тяньшаня, дальше уже монголы, после этого там еще смешение, да, ну и в конце концов мы видим, что получилось. Сейчас вы тестите приложение в драфтовом режиме, получается. Да, да. И сколько у вас пользователей?
В закрытом режиме, 5 наверное, пользователей. Просачивается все, люди А пользуются. как они его скачивают? По WhatsApp пересылают это? Скорее всего. Ну, то есть в Play Market и в Apple Store его нет. Есть. То есть я могу скачать Да, себе. да. Очень узкому кругу лиц мы дали ссылки, плюс, как бы веб-версия присутствует в Телеграме. Люди пользуются там и каким-то образом узнают о приложении. И сейчас на данном этапе, когда мы не афишируем абсолютно приложение, но вот у нас есть 5000 пользователей. И это только зарегистрированные. На самом деле их больше намного. Говоря о самом приложении, давайте поговорим о его ценности. Вот у всего есть своя ценность. Условно говоря, из нашего разговора я вижу одну ценность. То есть оно одноразовое получается. Я пришел, фамилию свою сделал, условно говоря, скачал видео вот это, которое вы постите сейчас, где идет дробление всего рода. И все, и оно мне больше не нужно. Либо оно что-то еще будет дополнительно давать. Люди возвращаются. То есть статистика показывает, что каждый, кто зашел, он в итоге вернулся. Опять же, что дает в приложении контент. То есть сейчас на данный момент вы можете зайти и почитать, найти себя, добавить там своего сына или Я не себя. могу, как я понимаю, русских там. И я не могу, к сожалению, да. Вот, то есть можно зайти, можно добавить себя, можно добавить родственников, можно почитать информацию о своих предках. Можно в целом читать информацию уже о племенах, о родах, потому что Извините, я вас перебью. Я, как Да. понимаю, и подмазаться там не... Судя по тому, что мы с Нет, вами... Это... Нет, вы не сможете, а я смогу. А знаете почему? Потому что как бы меня приняли агнаи. То есть они То есть сказали, как все, приемный, да? да, все, чувак, ты наш, вот бий племени, бий рода, сказал, все, ты наш. В общем, как там правильно? У британцев там меч ложили, тут просто на словах, в общем, всем объявили, это наш пацан, как бы, и он с нами. Так вы теперь Агнай, получается. Получается так. Вернемся к приложению. Да, А то я то есть что-то... вы читаете информацию, и читать информацию, на самом деле, это как книги, да? Появляется новая информация, появляются новые источники, мы вносим дополнения, и вы можете читать о персонажах в начале деления, о родах, о племенах и так далее. Дальше следующим этапом, я уже в начале говорил, что мы планируем, но информационную составляющую мы расширяем постоянно. Постоянно добавляем новые То данные. есть это некий get-контакт такой, условно говоря, да? Где ты можешь найти человека по фамилии и понять, кто он, откуда. По связке имени отца и имени своему. Плюс, да, фамилии мы тоже сейчас используем. То есть вы Улу в основном используете, да? Или фамилии? Если фамилия указана у узла, мы называем это так, да, человека, узел. Если в узле есть фамилия, по ней можно найти. Например, Садыр Нургоджевич, Садыр Улу Нургоджо, да? Садыр Нургоджо по этой связке можно найти. Точно так же можно найти по связке Садыр Джапаров, да, например. То есть даем возможность людям искать так, как им удобно. Что касается гендера в вашем приложении, Гендер. Так. то есть там и мужчины, и женщины могут зарегистрироваться. Мы живем в современном обществе, конечно, в правовом, поэтому если люди желают добавить своих дочерей, почему нет? Мы никак не ограничены же. То есть если память, она ограничена все-таки, да, физическими возможностями, человеческая память, которую переносили, то современные технологии позволяют сохранять. Почему нет? Женщины имели роль, влияли все-таки, в конце концов, на мужчин, да, какие-то решения принимались с помощью женщин. Женщины тоже воевали между собой. Первая жена, вторая жена, третья жена, да, за место под солнцем. Поэтому там тоже очень много историй, и каких-то женщин мы отражаем. Вот Айслу Тыныбекову, например, мы выделили, да? Почему мы не можем Айслу Тыныбекову выделить? Конечно, есть противники этого подхода, которые говорят, вот у нас никогда не было, и этого не нужно делать. Но не нужно же привязываться к чему-то одному, да? Прогресс, все-таки прогресс есть прогресс, и такая большая база данных, она позволит лучше узнать себя и свой народ.
Ну, а в целом, как вы видите, во что ваше приложение там, превратится через 5 лет или через 3 года, когда первую пятилетку, будем говорить советскими, вот что вы себе на первую пятилетку ставите? Ну, тогда, раз такой вопрос, отвечу как товарищ Трамп, да. Это приложение будет у всех. Это лучшее приложение в мире. Это лучшая информация, собранная нами, поэтому у каждого кыргызстанца оно будет в телефоне. И функций там будет очень много разных, интересных и полезных. Это то, что мы имеем сейчас, мы на этом не остановимся. То есть, условно говоря, цель создать такую неписьменную историю кыргызов, да? Как одна из целей. Ну, Ну, а может, дальше? целей же может быть много. А вот Классный, крутой IT-продукт, например, с национальным колоритом. во что превратилось, ну, вы же, наверное, конкурентов своих рассматриваете как, ну, или аналоги, да, казахские. А то я задал вопрос, а вы как-то скромно отмолчались. Вот во что оно превратилось? Насколько оно популярно там? Ну, И оно, оцень насколько я знаю, популярно. То есть очень многие люди... Напишите обязательно в комментариях, знали ли вы о казахском приложении и насколько оно популярно. Достаточно популярны у себя, но у них другой путь развития, насколько я понимаю. То есть если мы уходим а, в коммуникации, да, мы уходим в такую больше мультимедийную часть, уже стараемся, то у них какие-то другие, наверное, цели и задачи. Я не могу говорить о них, потому что я вижу только верх айсберга. Что планируют эти ребята, непонятно. У нас в плане ближайших 2 итераций разработки введения новых функций, очень интересных, когда мы хотим сделать так, чтобы под пользователи, используя приложение, они развивали это дерево, то есть они его достраивали, они добавляли туда информацию, они улучшали качество контента в нем в целом. При этом уже мы закладываем новые функции в новую архитектуру приложения, которые позволят разукрашивать даже это дерево. То есть это дерево станет более симпатичным, оно там будет меняться графика, будет меняться стилистика и так далее. Ну, то есть в казуальную часть мы тоже будем уходить. То есть дерево, по сути, должно будет быть живым, постоянно живым. То есть пользователь, который постоянно периодически открывает приложение, он будет постоянно видеть развитие этого дерева. Ну, очень интересно. Вот я сейчас, вы рассказываете, идея у меня возникла сделать какое-то внутри приложения бессмертный полк, условно говоря. У нас была идея, на самом деле, к 80-летию Победы выделить героев, да, и героев Советского Союза, непризнанных героев, людей, участвовавших, да, в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, мы не смогли собрать критическую массу данных. Очень часто это были и коммунисты, которые, да, там за многими не сохранилась генеалогия. Но я уверен, что детально, если все начинать раскапывать более плотнее, у нас просто было мало времени, мы найдем. Но так или иначе, надеюсь, к следующему году, ну, мы хотя бы 1020 определим, да, генеалогию людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. И как такую когорту отдельную мы будем выводить. Сейчас готовится функционал, когда люди смогут там отфильтровать, по сути, да, типы. Мы уже ввели эту градацию, сейчас идет наполнение, работа, чтобы Биев, Баев, Манапов, Батыров, там, просто Батраков, перечни, да, можно было найти, легко посмотреть по списку. И тут там герои Великой Отечественной войны очень легко садятся. Это просто определенная характеристика человека в системе. Ну и когда приложение-то массовым станет, когда вы его опубликуете, наконец? Ну, если брать сегодняшний день записи, то Сегодня у нас 10-е, а вы? 10. На следующей неделе уже мы выйдем. То Точно. есть до конца месяца оно уже будет Да, опубликовано? да. К О, середине месяца будет оно. вот расскажите в конце мне о функционале. Вот как человеку, который ни разу не видел ваше приложение. У вас оно есть на телефоне? Конечно, конечно. Можно? Вы пока рассказывайте, а я посмотрю. Да. В общем, основной функционал. Мгм.
Это само непосредственно дерево, динамическое дерево, когда вы можете открывать бесконечно, да, линии потомков в любом направлении и смотреть о них. Вы можете читать биографии, вы можете добавлять информацию как пользователь. А, Вы можете удалять, то есть получается как дерево, есть как бы первый слой дерева, который верифицирован нами, да, ну, то есть мы приняли его как некий такой текущий эталон. А дальше пользователи как бы вторым слоем могут добавлять к этому дереву свою информацию. Соответственно, они могут удалять то, что добавили, они могут исправлять это. Мы же, в свою очередь, если мы получаем информацию какую-то от пользователя, таким образом, мы ее верифицируем. Находим подтверждение, если мы находим с вами подтверждение добавленным данным, мы просто верифицируем, и тогда эта информация становится доступна всем. В своей основе это большое генеалогическое дерево, которое раскрывается, начиная с прапредка, заканчивая современными людьми. Ну, как-то так. О, Бишкек Батыров нашел. Да-да-да. Да-да-да, он самый. А предков у него нет, получается, сейчас. Почему? Потомков. Потомков нет. Ну вот видите, это вот Бишкек Батыр, это вот из Эркебек, да, это получается из Сару. Мы не можем дальше просто ввести от него линию, потому что нам нужно с ним самим разобраться. Так, вот смотрите, племя Сару. Дальше это уже дальше имена идут, да. Мгм. Все, Мгм. понятно, все. И опять же, вот это Сару, оно же появляется не тогда, когда стоит у нас по хронологии. Оно появляется гораздо раньше, да, само племя. А, здесь еще новости есть, да? Ну Просто да, главное и профиль. Вы не можете авторизироваться. могу. Мне надо зайти. И потом видео можно, да, сделать вот такое, да, условно говоря? Да, как мы бы? сделаем. Не, я имею в виду вообще вот как вы делаете, экспортировать себе видео, допустим, в Инстаграм. Это наши СММщики придумали, просто ставится запись экрана, просто нажимают, тыкают и накладывают музычку. Вы раскрыли все секреты сразу, разом. Вот, ну, то есть сейчас довольно такой простой функционал будет, но в дальнейшем это все будет расширяться все больше и больше и больше. Да, он, с одной стороны, вроде бы простой. Да, что там добавить и удалить. А по факту вы же обрабатываете большое, то есть ваш телефон обрабатывает большое количество информации. То есть как сделать так, чтобы можно было отобразить очень много данных на экране, при этом чтобы четко и хорошо работал, например, остальной функционал, да, потому что в этом вся и сложность. Это не просто страничка там с 3 ссылками, которые можно удалить и добавить, да, ну, 700 тысяч узлов. К следующему году мы планируем там к 1,5 миллионам дойти, да. А где вы все, ну, то есть вы берете конкретные данные, да? То есть, в принципе, можно использовать паспортные столы в дальнейшем, да, В если это теории, да, почему бы нет? Можно, ну, шальные мысли посещают, почему бы, например, в будущем не связать это с Тындыком, например. связь какая? Тундук, это Ну, данные. визуал? Нет, нет, зачем визуал? Тундук вы имеете в виду приложение, я просто не пользуюсь Да, этими да. Я пользуюсь, приложениями. классное приложение, ребята молодцы. Но можете лучше. Почему бы нет? Почему бы не объединить две системы? Весь вопрос просто в том, что будет передаваться нам, да, наверное, больше. Здесь больше вопрос к тем, у кого есть данные, да, хотят ли они нам дать, но в целом, почему бы нет, если, например, человек к нам подключается, скажем, да, через систему Тундука, мы ему сразу показываем, где он находится, да, и садим его в нужное место. Теоретически это сделать возможно. Практически надо работать над этим. Ну да, такой, то есть потенциал очень огромный. Это не игрушка, как я Нет, понимаю. нет, Да, абсолютно. то есть, в принципе, если это такой исторический кластер, то это больше про информацию, про посмотреть, покопаться и так далее. А если это какой-то, условно говоря, такой социальный или генетический, генеалогический, там,
информационной свахи, да? Удобно же, да, там нашла. Да, Тык-тык-тык-тык-тык, да, классно. нашла. Ну-ка, за кого мы дочку отдадим или кто такой наш будущий жених, да, посмотрели и Или приняли такая, решение. на свадьбу так, вот отсюда будем. Вот так, тынькнула фамилию, от него будем приглашать. Да, И да, сообщение да, разослала. например. Да, или Почему бы? а на той от этой фамилии. Да. А вот эти вообще нам должны денег. Вот эти там, мы к ним ходили, а они что-то к нам не ходят. Ну-ка, постучались, давайте деньги верните. Или там этот, как его, сразу внес кто сколько подарил, чтобы не Да, забыть. да. На самом деле такого побочного функционала можно о нем мечтать вечно. Весь вопрос, насколько это... Мы же связаны еще с разработками, с этапами разработки, с архитектурой приложения. И насколько это будет актуально на тот или иной момент. То есть мы можем там создать, реализовать какой-то функционал, который просто не будет интересен малому количеству людей. Да, мы можем его сделать просто раньше, и он сгорит, да, чем внедрим новый функционал. Поэтому тут тоже не все так однозначно, да. Вот мы, например, у нас есть итерации разработки, уже несколько этапов впереди прописано, да, ребята над ними работают, но при этом меняется у нас, очень часто меняется, да, подход. То есть мы где-то, у нас изначально в первой нашей версии какой был принцип? Есть общее дерево, а есть возможность самому создавать любое дерево. В процессе разработки просто от этого отказались, хотя планировали это дать. И мы сделали так, что теперь юзеры просто работают с основным деревом, и именно там могут делать все, что угодно. Спасибо вам большое за подробный разговор. Спасибо вам. Вот, я надеюсь, если вы смотрите это до 15-го, то точно выйдет, правильно? Если вы смотрите этот подкаст после 15-го, то можете зайти прямо сейчас в Apple Store, или у вас же есть, наверное, уже договоренности, и Уже там приложения висят, мы просто о них не говорим никому. скачать его. То есть приложение можно скачать и сейчас уже. Да. Да, ну, если вы не русский, да, или калмак, то вы можете его прям идти и скачивать. А также напишите в комментариях обязательно, нужно ли Кыргызстану это приложение, или все, чем Антон занимается, это просто развлечение. Оставьте свои комментарии, не забывайте подписываться на канал, а подписывайтесь на Антона, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Негативные можете дизлайки ставить под ними. Всем Всем ассаламу алейкум.